Никифоров Гавриил Васильевич, Маньята Хуола, родился в 1873 году в Толыминском наследии Восточно-Кангаласском улусе. Отец Гавриила Никифа, Рова Василий Сергеевич, Мани Жаттах, был одним из 3 сыновей богача Сергея Туокой. Сыновья Сергея Туокой сначала занимались разведением крупного рогатого скота, меняли скот на шкуры соболя и занялись торговлей пушнины в 70-е и 80-е годы XIX века. Они стали купцами второй гильдии, атеист Павел, Харчи Петр. Существует много легенд о роде Мани Жаттах. Вот одна из них. Друг Василия Мани Жаттах Михаил Божидонов должен был продать 3200 шкур соболя одному купцу. Василий попросил его отдать всю пушнину своему сыну Гавриилу. Тот согласился, и Гавриил все 3200 шкур соболя увез в Англию, где их поменял на товары. Божидонов на следующий год умер. Так, Гавриил нажил достаточное состояние, торгуя товарами отца, своих дядь Петра и Павла. В торговом мире вскоре он стал пользоваться прекрасной репутацией. Торговый оборот купца первой гильдии Никифорова в 1915 году составлял 510 тысяч рублей. Купец первой гильдии, почетный народец коммерции, советник императорского двора, меценат Никифоров как представитель передовой интеллигенции вложил много средств в дело образования родного народа. Вместе с отцом Никифоровым, Маньяттах внесли 8 тысяч рублей в казначейство, тем самым освободив жителей своего наследия от податей и налогов. Никифоров сотрудничал с китайскими и японскими торговыми фирмами. На свои средства построил несколько школ, пансион для бедных детей своего наследия. Учителями приходской школы, построенной на его средства, работали его дети Надежда, Елена и Аркадий. Гавриил Васильевич писал, что школа необходима для наследия как источник образования, интеллигентности. Его стипендиатами были учащиеся реального училища Платон Слепцов, Аюнский, Максим Амосов, Степан Аржаков, Исидор Барахов и другие. Позже, в разгар красного террора, они предупредили его о намечающемся аресте. Гавриил Васильевич имел в Якутске 2 крупных магазина. У него работало свыше 20 продавцов и 4 служащих. Каменное здание его магазина долго служило жителям Якутска, пока не снесли в конце 1970-х годов под здание правительства республики. Никифоров в 1915 году был избран гласным Якутской городской думы, членом попечительского совета женской гимназии, работал в комитете обеспечения армии теплой одеждой. Якутскую пушнину продавал не только на аукционах Парижа, Лондона, но и Токио, Сан-Франциско. В 1917 году из корейского порта Нампка своему доверенному лицу по Северным Улусам, бывшему полицмейстеру Ходолевичу, писал: «Был в Токио, собираюсь ехать через Харбин в Лондон». С приходом советской власти все его имущество и финансовые средства были конфискованы. Убежденный монархист, как считало его бюро русских эмигрантов в Маньчжурии, Никифоров пробирается в Нилькан. Находясь там, отправляет во Владивосток своих приказчиков Яковлева и Попова с грузом пушнины на 280 тысяч рублей. Деньги, вырученные от продажи мягкого золота, поступили в фонд экспедиции генерала Пепеляева на нужды добровольческой дружины. После разгрома Пепеляева, Гавриил Васильевич выезжает через Сахалин в Японию. Живет в Иокогаме, но в 1923 году вынужден покинуть город после разрушительного землетрясения. Он перебирается в Харбин, где имел на счетах в русско-азиатском банке большие вложения. К тому же на китайском берегу Амура в Хэйхэ, напротив Благовещенска, у него хранилась на складах большая партия первосортной пушнины. Среди якутской эмиграции Гавриил Васильевич быстро становится наиболее заметной фигурой. Он был все еще довольно богат, хотя его несколько раз обсчитывали московские представители английской фирмы Рылов-Лесников. Он поставлял в занятую японцами южную часть Сахалина мануфактуру, чай, табак и получал оттуда пушнину. Имел в Харбине большую скорняжную мастерскую и свой магазин. Вместе с ним жили эмигрировавшие после поражения повстанчества якуты-новгородов, Ченека, Ксенофонтов и другие. 3 декабря 1924 году вышло постановление правительства Якутской АССР о применении амнистии к эмигрантам-якутам. В нем говорилось применить амнистию, объявленную манифестом Ревкома ЯСА от 22 апреля 1922 года к эмигрантам-якутам, находящимся в Харбине. В архивах миграционной службы Японии сохранилась запись, датированная сентябрем 1945 года, о том, что Никифоров выехал в пределы страны восходящего солнца. На этом его следы теряются. Никифоров в эмиграции жил с сыном Анатолием, женился вторично на дочери русского эмигранта. Сын Анатолий в 1945 году был арестован в Китае службой советской разведки СМЕРШем как японский шпион. К нему в 30-е годы выезжала жена. В Якутии у него были 2 дочери и 3 сына.